Святло Христово. Запаленими свічками вислухаємо саме урочисте послання шлєбу, яке називається «Екзульте» – «Обвершення Пасхи». Подчас виконання этого старожитного шлєбу захочуємо вас, как уважливо слухати, бо ми почуємо радісну новину про такого великого Откупителя, а так само про ночь, у якою розриваються пути смерті. Uzradujся вже світання в небі, uzradujцеся Божия слуги, нехай званий обвящають збавлення, бо на користь великого благодара перемога. Веселися земля, оброненная узнеслым бляском, Бог осветил тебе промень страх вечного владара. Целый свет яхай очнует, что вызволився от темры. Узрадуйся, костеле, наша Матерь, оздобренный зянем блискучего святла, и нехай гучным степом наполнится эта святыня. А вас прошу, браты наимилейшие, что захопляетесь ясностью святого полымя, как образом со мною призывали у всемогутного Бога. Нехай же той, кто без моих заслуг учинил меня своим слугою, наполнить меня святло, как смог я узнести хвалу в этой свечке. Пан с вами. Правдиводна і справедлива, усім серцем, розумом і побожним спєва, уславлять небачного Бога, Айца усемогутного, і Сина Його одинородного, Иисуса Христа. И Он справедливому Айцу заплатил за нас долг Адама, и своей крыльей знищил старый заповедь стародавней вины. Гедай Ты я пасхальный, я святый,
у часі яких забиваюсь, правдивое ягняти, и яко кров'ю посвящаются дамы верника. Это тая ночь, у якую ты вывел с Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и простора червонае перавёл сухими кислягами. Это тая ночь, якая святлом огненного слупа рассеяла темру гробов. А сёння эта ночь, усіх, хто вірить у Христа по всій землі, визволяє от давніх провинов і змрока греху, вертає ласку і злучає супольного святим. Это тая ночь, у якую Христос, разорвавши пухоты смерти, пероможцев выходить с-под темных нетрав. Нічого, как мы не отримали дару життя, как не пришло позбавление. О, якая ж дивная для нас твоя ласка, о, якая невымовная любовь, а подкупить слуга выдал сына. О, соправды, обов'язковим бив грех Адама, бо вознесла його смерть Христа. О, щасливая віра, якую знищив такий великий Откупитель. Соправды благословленная ночь, бо только она была годною ведать час и годину, в якую Христос повстал с мертвых с откланяний. Это есть ночь, об якой написано, и ночь, як день будутия ясной, а так сама ночь мое святло и моя роскоша. Святость этой ночи прогоняет злость, обмывая провина и верная ласку упавших, а заслуженным радость. Отступая на вісь, згодая однає, і схиляються могуті. У этую ночь полную ласки прими, святый Ойче, вячерную офяру славление, якую Тебе складає святий костьол, урочисто офяруючи руками своих слугов этую свечку, плён працы пчаліги нагоровою. Нехай праз яе узносится Твоя хвала, бо на Твое ушанование гэты восковы
запалює червоний і огонь. Хоть он отдає частку свого святла, а однак же застається несмінним і нічого не губляє. Бо живіться Господа, як і видала працавітая пчела, а утворить гэтую каштовую походню. О, сапраўды, благословленная ночь, у якую злучается земное снягание сны, а справы боские с людскими. Тому просим Тебе, Пане, как свечка, что на хвалу имя Твоего офиарованная, неостомно полыгай мне делам, рассеивающий тем рук этой нашей, и принятая Тобою, як приемный вода, нехай злучится со святлом огня небесным. Нехай же яна полыгнее аж до свидания, покуль не взойдется правдное солнце, Иисус Христос, Твой Сын из мертвых повсталый, яки осветил род людский своею ясностью, и с Тобой же неги благодарить на веки вечные. Амен, амен, амен. Дорогие братья и сестры, урочисто розпочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Розважаємо, як у минулые часи Бог збавив свой народ и нарешті послав нам своего Сына, як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу исполнения и привел нас до полного откупления. Читання книги Віця. На початку створив Бог небо і землю. І сказав Бог: учиним чоловіка по волі нашого образу і нашого подобенства. Нехай панує над рибами морськими, над птаством небесним, над животными, над усею землей, над усяляким ползуном, что ползает по земле. И створил Бог человека по воле своего образу, по воле Божьего образу створил его. Створил мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и волнуйте ее, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, які рухаються по землі. І сказав Бог: ось я даю вам усялякую траву, що розсіває насіння по всій землі, і усяляке древо, плод якого розсіває насіння, щоб вони були вам на спожив. А всім живим істотам на землі, і усялякому небесному птаству, і всьому, що ползає по землі, і має в собі дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеленину. І так сталося.
и убачил Бог все, что Ён створил. И было оно вельми добрым. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Устанем. Молимся. Боже, Ты зелостно створил человека, и яшчэ зелосней откупил его. Просим Тебе, умацуй нашу волю, каб мы могли супрацьстаять спокусам греху и стали годными радости вечной. Праз Христа, Пана нашего. Бог Авраама и сказал ему: Авраам, и он отказал: это я. Бог сказал: возьми сына твоего одиного, якого ты любишь, Исаака, и иди в землю моря,
и там принеси его на всеспаление на одно из гор, про якую я скажу тебе. И пришли на место, про якое сказал ему Бог. И протягнул Авраам руку свою, и взял нож, как заколоть сына своего. Але ангел Пана покликал его с неба и сказал: «Аврааме, Аврааме!» И он отказал: «Это я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на хлопца и не роби с ним ничего, бо теперь я ведаю, что ты боишься Бога и не пошкодовал сына своего одиного для меня». Узняв Авраам очі свої і убачив за собою барана, який забликався у гущари рогами своїми. Авраам пойшов, узяв барана і принес його на всеспаление замість сина. Ангел Пана другий раз покликав Авраама з неба і сказав: «Присягаю, каже Пан, покольки ти зробив это і не пошкодовал сина своего одиного, то я благословляю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе и як песок на березе моря. И потомство твое здобудет дамы ворогов твоих, и отрымают благословение в потомстве твоем все народы земли, бо ты послухайся голосу моего». В это слово Божие. Молимся. Боже, Отче всеверный, прославив усыновление, Ты помножаешь в свете горькость сынов Твоего обетования. Ты, проспасхальный сакрамент Христу, исполняешь обетованное Аврааму, робишь его ойцом усих народов. Да поможи кожному человеку годно отказать на ласку Твоего покликания. Праз Христа, Пана нашего. Читання книги Сихову. В ті дні сказав пан Моїсею: «Чому ти
ты скликаешь до меня? Скажи сынам Израиля, нехай входят. А ты подними свой и протягни руку свою до мора, и подели его, и пойдут сыны Израиля сирот мора на суше. Я раздроблю жестким сердце египтян, как пошли вслед за ими, и покажу славу мою на фараоне и усим войске Ягоны, на колесницах и вершниках Ягоны. И доведаются египтяне, что я пан, коли покажу славу мою на фараоне и усим войску Ягоны, на колесницах и вершниках Ягоны. И зрушився анёл Божий, який йшов перед войском Израиля, и пошел сзаду их, а разом с ним и слуг облачный просунулся спереду назад, стал помеж войском египетским и войском израильским. И была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь подойти один за одного. И коли Моисей протянул руку до мора, пан гнал мором мощным усходним ветром всю ночь и перетворил у сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля посередину мора по суше. Вода была для их стеной с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и вошла с ими усередину моря вся конница фараона, колесницы и вершники Ягоны. И вось на свитании пан поглядел на войско египтян со ступа огненного и облачного, и привел у замешания войска их. И подвернул колы у колесницам, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: утекай от Израиля, бо пан воює за них супроть египтян. И сказал пан Моисею: протягни руку свою до мора, как повернулись воды до египтян на колесницы и вершников их. И коли Моисей протянул руку до мора, на самом свидании оно вернулось на свое место. И бегла вода насустрач египтянам, які утекали, и потопил их пан сирот хваля. И вернулись вода, и накрыла колесницы и вершников всего войска фараона, якое пришло за ему море, и не засталось нигодного от них. А сыны Израиля пошли по суше сирот мора, и вода стояла около их стеною с левого и с правого боку. У той день вызволил пан Израиль из рук египетских, и убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якую пан узнял супроть египтян. Сполохався народ пана и поверил пану и Моисею, слузе его. Тады Моисей и сыны Израиля заспевали песню пану.
святыни Пана, якую взяли Твои руки. Пан подар навеки и наза все воды. Молимся. Боже, у наши часы зяют давние Твои суды, бо як раней Твоею мocою вызволил Ты один народ от переследу фараона, так теперь прослод их росту ведешь усе народы до спаления. Учини, как усе люди стались духовными детьми праотца Авраама и досягнули годности обранного народа. Праз Христа, Пана нашего. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан могутел, имя Ивана, и Откупитель твой, святый Израиля. Богу всей земли, и он будет назван. Твой обжен, покинутый и засмученный духом, кличет себе Пан. И от дожонки отрынутой молодости свертается для тебе твой Бог. На малый час я покину тебя, а без великой милости приму тебя. Я сковал к тебе на великом обличье моем, а его вечной милосердности вижу не того, скажет Пан, Откупитель твой. Вот для меня гэта як год иной, коли присягну я, что год иной не приведу больше землю, так присягну я, что не буду гневаться на тебе и докарать тебе не буду. Бо горы сникнут, и покой припускают, а милосердность моя не отступит от тебе, и заповедь спокоя моего не покинется, скажет Пан, який споглядает тебе. Несчастная, несутешная, я выкидаю душу. Вот я покладу твои подставы на рубины и подумать твоим сапфиром. Яхны, оздоблю твоей вежи, укрепожу кришталем твоей рамы. Усю огорожу твою каштовными камнями. Усе сыны твои будут учиться у Пана, и после сынов твоих будет великий. На справедливости будет твой моцный подбор. Ты возбудишься утиску, бо не будешь бояться, возбудишься жалко, бо ее не подвинет для тебя. Это Слово Божие. Святичу Пана, бо я не спалил. Святичу Пана, бо я не спалил. Святичу себе, Пане, бо Ты меня не спалил, и не дозволил ворогам моим посешаться змяне. Памятую сохлани душу мою, Ты уратовал життя мое сироты, хто сиходить у могилу. У святичу Пана, бо я не спалил. Спявайте, Пану, вы ягоны, я верные, памятайте про святость ягоную. Бо гнев яго триває і гнівні, а досконалость яго все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Святичу Пана, бо я не спалил.
Боже мой, буду хвалить Тя не вечно. Святишу Пана, Богом вяне своим. Молимся. Всемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обетованное праотцам деле их неверы, а про славу просто повелишь сколько из сынов Твоего обетования, как костел Твой спознал, что уже исполняется тое, чего святые давних часов с довером чекали. Праз Христа, Пана нашего. Читання книги пророка Исаия. Так каже Пан: «Сосмагливі, усі йдіть до воду, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Навошта вы отваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, чем нельзя насытиться? Слухайте уважливо меня и споживайте добро, и нехай душа ваша тешится духом. Схилите вухо свое и придите до меня, послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповед вечный, неизменной ласки для Давида. Вось я учинил его для народа свідком, проводыром и наставником для народа. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, які не ведали тебе, побягут до тебе для Пана Бога твоего и святого Израиля. Воем скажу тебе: шукайте Пана, покуль он дозволяет знести себя, кличьте его, покуль он близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и он змилуется над ним, до Бога нашего, бо он щедрый на пробачение. Бо мои думки – это не ваши думки, и ваши шляхи – не мои шляхи, каже Пан. Бо як небеса возвышаются над землей, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно як дождь, и снег падает с неба, и туды не вертается, а ликует землю, и робите ее уродливой, и я народить, и приносить плен сеятельнику, и хлеб для того, кто есть. Так и слово мое, якое выходит с уст моих, не вернется до меня без плен, покуда не исполнить тое, что я хотел, и с поспехом досягне того, для чего я послал его. Это слово Божие. Дякуем Пану Богу. Будете черпать с крыница восхваления. Будете черпать с крыница восхваления. Вось Бог мое восхваление, на я Господя ются и бояться не буду. Бога моя моц и моя песня, и Он стал моим спалением. Вы с радостью будете черпать с крыница восхваления. Будете черпать с крыница восхваления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвешайте сярод народов справы Яко. Нагадывайте, что вознесло имя Ягоное.
речи, объясните это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, боя сирот тебе святых Израиля. Будете черпать с крыниц избавления. Молимся. Усемогутный вечный Боже, одиная надея свету, Ты устами пророков обвестил таямницы, что исполняются сегодня. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, вот только дякуючи Твоему натхнению, узрастают сноты Твоих верных, праз Христа, Пана нашего. Читання книги пророка Баруха. Слухай, Ізраїль, заповіді, які дають життя, схилі вуха, каб спознати мудрость. Як сталося, Ізраїль, що ти знаходишся у землі ворогов? Змарнів ти у чужой землі, лічать тебе поганим, як мертвим. Ти залічений до тих, хто заходить в отхар. Ты покинул границу мудрости. Коли б ходил ты дорогой Божией, усупокоей жил бы навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое житье, где святого жив и супокой. А лишь кто знайшов ее место, кто вышел в скарбнице ее? Той же, кто ведает все, ведая ее и отшукая ее своей мудростью. Той, кто створил землю на вечные часы и наполнил ее четвероногими зверами. Кто послал светло, и оно пошло. Покликал его, и оно послухалось его скрутением. Зоркий радостно зихотять на своих вартах. И он покликал их, а яны отказали. 8. И они с радостью светят своему Створителю. И он Бог наш. И никто інший не может поравняться с ним. И он знайшов все шляхи мудрости и дал ее слузе своему, Якубу и Израилю, умилованному своему. Пасля з'явилась она на земле и поселилась среди людей. Этой мудростью есть книга заповедей Божьих и закон, які триває навіки. Кожний, хто його заховує, жить буде. Хто його відкидує, помре.